Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, и мы с вами посмотрим, что люди говорят о вас за вашей спиной. Ну, как вас видят, какие сплетни, слухи о вас ходят, кто как к вам относится. Загадайте на себя, ни о ком думать больше не надо, просто загадайте на себя. Так и спросите: хочу знать, что люди говорят обо мне за моей спиной. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая интересная отсыпка. Одни люди называют вас доброй волшебницей, а другие люди говорят, что вы ведьма. Вот как понять, кто вы такая? Хорошие считают волшебницей, а плохие ведьмой. Приписывают вам тут связи с тайной силой. Но давайте, наверное, начнем с плохих людей. Смотрите, ведьмой вас считают и мужчины, и женщины. Потому что ни один мужчина перед вами устоять не может. И если вы захотите, вот так щелкните пальцами, любой мужик будет вашим. И мужчины это понимают, чувствуют, и также это видят женщины. Считают, что у вас есть какая-то дьявольская сила гипнотизировать этих бедных мужичков и своими рабами делать постоянно. Вот. А женщины считают вас очень опасной. И своим мужикам так и говорят: не подходи, отходи, отбегай, в глаза не смотри, иначе она тебя там присушит, приворожит, и глазом не успеешь моргнуть, как в раба ее превратишься. Ну, какую-то ересь, я так понимаю, несут. Плюс тут люди никак не могут понять, и опять же дьявольщину видят в том, что вы очень славная женщина, что вы с проблемами умеете справляться, что для вас нет ничего невозможного. И как бы жизнь вас не била, вы все равно встаете и с улыбкой идете дальше. То есть вы в себе, на себе, вернее, даже не в себе, а на себе очень многое несете. И там, где любой другой обычный человек, нормальный обычный человек надорвется, упадет и, грубо говоря, погибнет, будет раздавлен грузом своих проблем, то на вас это не работает, не действует. У вас, как, опять же, по щелчку пальца проблемы решаются, дела делаются, самые сложные, там, невыносимые перипетии жизни вы с легкостью обходите, либо проходите, да, напролом идете. И вот этим негативным людям вот прям невдомек, как вы это делаете. Поэтому приписывают вам связь с темной силой. Вот хотите верьте, хотите нет, но вас реально считают ведьмой. И, скорее всего, за глаза, так и называют. И опять же, когда некоторые люди вас сторонятся, и вы такая: в чем дело? Почему вы так себя ведете? Они вас боятся, просто боятся. Боятся и считают, что вы можете и испортить, и как в рабство обратить, и в зависимость можно от вас попасть. Да? Вот такое происходит. Если честно, я вижу здесь знаки ведьмы. Но опять же, кто в теме, тот понимает, что это не страшно. Да? Либо это не так, как в сказках прописано, либо в фильмах показано. Ведьма – это ведающая женщина. Ведовство – то, что передается по роду, по наследству. Это то, чем высшие силы награждают, да? Дают видение, дают знания, дают понимание, дают ощущения. У вас это есть, у каждой в своем объеме, в своем количестве. Это вам, да, в жизни помогает, это вас ведет. Но главный стержень – это ваш дух.
да, благодаря чему вы выживаете, благодаря чему вы дальше по жизни с улыбкой идете, это ваш дух. Вы человек внешне невероятно прекрасный, но внутри вы как будто бы из стали и бетона. То есть жизнь настолько вас закалила, либо вы от рождения вот такой сильный, мощный человек, что вас ничего не берет, не пробирает. Вот в таком ключе информация. Те, кто глупые, дурные, глупые, они этого боятся, они этого страшатся, и они стараются, ну, знаете, как отбежать, и как вот эти маленькие шавки, да, издалека погавкать на вас. Ну вот близко к вам никто не подойдет, никто не осмелится с вами выяснять отношения. Но вот вижу, что были какие-то моменты в прошлом, когда те, кто вас обижал, ну вот за это расплачивался. То есть человек там вам нахамил, нагрубил, там пошел ногу сломал, да, либо там упал, голову себе разбил, либо раз там человека с работы уволили, либо там ограбили. Да? Вот какие-то были прецеденты, и люди стали проводить параллели и думать, да она же ведьма, да, ее трогать нельзя, это опасно, она же порчу наведет, да. И вот кто с ней там ссорился, ругался, все ж пострадали. Все как-то как через мясорубку прошли, да, каждому свое, но было. Вы вот подумайте, повспоминайте. Вот явно были такие случаи, когда те, кто вас обижал, за свои противоправные действия платили. У кого-то скоро, у кого-то чуть дольше, да, но это было. Это было. Все, кто вас обидел, все платили. Кто-то раньше, кто-то позже, но это было. Вот. Люди, хоть они и глупые, но глаза-то есть, да, они это видят. Как могут, так и объясняют. Вот считают, что вы дружны с темной силой, что вы ведьма, и с вами как бы рядом опасно, да, вы опасная женщина. Вот. Опять же, люди видели, как мужчины сходят по вам с ума. Например, вы входите в помещение, и мужики плывут и тают, да, ничего с собой поделать не могут. Где бы вы ни появились, в чем бы вы ни появились, даже в мешке придете, все равно все мужики будут смотреть на вас. Ну, потому что вы красивая, интересная женщина, очень харизматичная, у вас энергетика мощная. Вы всегда в центре внимания. Понимаете, сколько бы вам лет не было, вы всегда в центре внимания. И всегда мужики голодным взглядом на вас смотрят. И любой будет рад и счастлив, если вы на него внимание обратите. Вернее, любой даже к этому стремится, только вы не обращаете внимания. Вы живете своей жизнью, вы сконцентрированы на себе, на своих детях, на своей семье, и вам не до мужиков. Но если бы вы захотели, вы бы стали, не знаю, там, очень крутой сердцеедкой, да, у вас бы там целая коллекция мужиков бы была. Но просто это вам ни к чему, вам это не нужно. Женщины завистливые, не понимают, в чем то дело, считают, что вы всех привораживаете. Вот прям такой диагноз. Приворожила, охмурила, окрутила, опоила, оговорила. Понимаете, в таком ключе. Вот им невдомек, что вы красавица, вы умница, вы сильная. И мужики, вот как эти бабочки, да, мотылечки, летят на ваш свет. Вот. Ну, надо же как-то себя, свои неудачи оправдать. Ну, вот говорят, что вы ведьма. Вас многие боятся, правда боятся. Боятся женщины, боятся мужчины, боятся кто младше, боится кто старше. Но вот кто глупый, кто недалекий, кто недоразвитый, вот эти боятся, да. Так оно было, так есть, и я так понимаю, что будет. И никуда вам от этого не деться, не уйти. Возможно, вам не повезло изначально, и вы не в той среде родились. Если бы вы родились среди более-менее адекватных, интеллектуально развитых людей, возможно, бы все было бы по-другому. Но уже что есть, да, от этого отталкиваемся, поэтому вас, да, действительно боятся. Вижу, что на работе вас боятся. Боятся и коллеги, и начальники. Вот им кажется, что вы вот явно что-то такое делаете, что у вас работа лучше, чем у других получается. Либо вы более успешны, чем другие, если мы говорим о бизнесе. И вот объясняют это тем, что вы ведьма, что вы колдуете, да, что вам черная сила все на блюдечке с голубой каемочкой приносит. Хотя это не так, абсолютно не так. Хотя знаки ведущей женщины у вас точно есть. Так, теперь давайте посмотрим на хороших людей, на нормальных, адекватных.
кто считает вас волшебницей. Вот видите, какие разные, да, разные слова ведьма и волшебница. Но смысл он один и тот же. Человек другой, иной. Человек, который не похож на меня, на тебя и на там, всех, кто окружает. То есть одни, которые вас любят, смотрят с обожанием, с любовью, с нежностью, с преданностью, да, считают волшебницей, ну а глупые считают ведьмой. Но опять же, каждый из этих людей подчеркивает, что вы необычны, вы нетипичны, что вы действительно вот как какая-то инопланетянка, ну правда, вот из мира сказок инопланетянка, другая. Даже хорошие люди вам удивляются. Как может быть человек настолько сильным? Как человек может быть настолько добрым? Как человек может все на свете успевать? Как человек может жить ужасно тяжелой жизнью и при этом на это не жаловаться? И с улыбкой начинать каждый новый день. Ну, не иначе вы волшебница, и что-то вы такое знаете, что не дано знать другим людям. Также я вижу, что вы многим помогаете. Помогаете, причем не только людям, но и животным. И вплоть до того, что вы вот последнее, понимаете, из кошелька вытрусите, либо с себя снимете и отдадите. И люди думают, ну, святая, ну как по-другому, да? Ну, нормальный человек, обычный, да, пусть не нормальный, обычный человек так не поступит. Так поступают только святые, да? Добрые волшебники и святые. Вот именно так вам и относятся. Вижу людей, которые очень ценят, что вы есть в их жизни, очень дорожат вашей дружбой либо отношениями с вами. Прям очень дорожат. Считают, что им в жизни повезло. Повезло, что вы есть. Ну, вот, сами видите, да, образ человека с нимбом над головой. Видите? И тот, кто с вами рядом, во-первых, ниже вас прорисован, во-вторых, вам с надеждой руки свои подает. Понимаете, о чем речь идет? Здесь наоборот, вы с рогами и хвостом, и люди в ужасе от вас бегут. А здесь надеждой на вас смотрят и руками к вам тянутся, потому что вот он, нимб, святость. Святость, необычность, сияние от вас идет, да, в таком ключе. И каждый дорожит тройкой, каждый дорожит дружбой с вами. Люди считают, что дружить с вами, это значит вот как в лотерею выиграть, да? Более надежного, доброго и теплого друга не найдешь. То есть с вами не пропадешь, с вами не скучно, с вами интересно, с вами как у царя за пазухой, грубо говоря. Ваши родственники, ваши друзья, все очень счастливы тому, что вы есть в их жизни. Счастливы, понимаете? Ну, потому что действительно вы невероятный человек. Просто невероятный. Дальше, мои хорошие. Здесь еще показывают ваши взаимоотношения с мужчинами. Мужчины очень сложные вам попадались. Сложные, проблематичные и такие, знаете, не уму, ни сердцу, грубо говоря. Мучили, обижали. Но вижу, что каждого из этих мужчин вы прям вытягивали. Вы не давали им погибнуть. Вы их спасали. Много мужчин спасли. У кого-то прям очень много мужчин отыграется, кого вы действительно спасли. В жизни каждого из этих мужчин вы оставили свой след, свою, грубо говоря, печать, роспись. Вот. Все эти мужчины до сих пор о вас вспоминают и думают. Думают о том, что ваше присутствие в их жизни, ну, чуду подобно. То есть до многих уже дошло, многие поняли. Ну вот смотрите, да, они все были проблематичными по одной простой причине. Потому что вы сильная, а они были слабыми. Потому что без вас они бы пропали и погибли. А так в разные периоды жизни с разными мужчинами вы встречались для того, чтобы им помогать, для того, чтобы их спасать. Такое впечатление, что это ваша миссия. Это то, с чем вы пришли в этот мир. Да? Помогать, выручать, спасать, проживать чужие жизни, жить чужими проблемами, не думать о себе, но во благо других, да? Дышать и жить. Это славная миссия и очень тяжелая, но вы с ней очень хорошо справляетесь. Да, может быть, сейчас вы скажете, что я не спасатель, и я не хочу этого, но это уже было. Было, и только лишь в ваших руках продолжать либо изменить. Поймите, ваша душа выбрала этот путь.
да, если это ваша миссия, и вы уже много-много-много-много добра сделали, уже можно и остановиться, уже можно пожить и для себя. Но вижу, что до сих пор вы творите добро, и даже уже это как-то не отмечаете. Для вас это какая-то обыденность, повседневность. И для вас это прям совсем что-то банальное, да? Банальность. Сделать добро, но это как банальность. Ничего в этом такого особого вы не видите. Но много-много благодарных людей вокруг вас. Очень много. И вижу, что еще больше будет на самом-то деле. И, кстати, здесь не только люди. Вот как хотите, но вижу, что вы животным помогаете. Много добра для животных делаете. Но такой вы человек. Вам всех жалко. Пусть это будет там животное, пусть это будет птичка, пусть это будет человек, да, вы любому поможете. И еще вижу у вас особый дар видеть в людях хорошее. Хорошее. Даже в самом плохом человеке вы можете рассмотреть хорошее. И дать шанс человеку на реализацию этого хорошего. Не все, к сожалению, этим шансом пользуются, но тем не менее это есть. Не всем дано видеть хорошее. Вы видите. Кстати, наряду с хорошим вы и плохое видите, и чувствуете плохое. И вижу, что благодаря этому умению, этому дару вы и себе помогали, и каких-то людей еще спасли. Ну, может, предупредили, посоветовали, подсказали. Вот в таком ключе. Опять же, это подчеркнуло, что вы ведьма-волшебница. Да, люди сказали, откуда она знала, да? А хорошие люди, наоборот, сказали, ой, как хорошо, что она знала, как хорошо, что предупредила. А плохие сразу же начали искать подвох, что вы с нечистью, значит, там якшаетесь и знаете наперед. Да, необычный вы человек, и жизнь у вас необычная. Необычная, непростая и в то же время разнообразная, очень разнообразная. Такое впечатление, что вы еще себя не обрели. Ну вот не нашли, да? Не нашли то, чего искали, либо чего для себя хотели. Но ничего, все еще придет, со временем все откроется, все будет найдено и все будет получено. Так, еще один момент. Вижу, что с кем-то из своих близких родных постоянно ссоритесь. Но при этом ваш близкий человек вас очень сильно любит. Любит и лучше вас никого на свете не знает. Вот. Как бы сейчас ни складывались отношения, это временно. Временно все еще поменяется, все еще изменится. Может быть, с ребенком ругаетесь, может быть, с мужем ругаетесь, может быть, там, с родителями. Ну, с кем-то вот, да, вот у вас напряженочка идет. Все поменяется. Все пройдет, пройдет и это. Вот. Поменьше думайте об этом, поменьше заморачивайтесь. А так вы очень необычный человек, но отсюда и идет легенда о вас. Справа, что вы волшебница, слева, что вы ведьма. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.